ребята, что хочу рассказать вам сегодня про проверку батареи, нормальную проверку батареи, которая дает результаты по емкости каждого элемента отдельно. Это тойотовские элементы, я имею в виду. Конечно, можно проверить батарею с помощью сканера. Я как бы ничего не говорю, как бы с помощью тачстрима можно типа просадить ее, но это проверка, которая не дает точных результатов. Почему? Потому что это примерная диагностика, которая говорит, также в принципе до 14 вольт просаживается только средствами автомобильных потребителей батарея. То есть включаешь печку, включаешь нагрузку и садишь батарейку до 14 вольтов и смотришь, какая у тебя пара, низкая или слабая. Вот. Да, можно так проверить, но она все равно не покажет вам, сколько в каждой батарее сидит ампер-часов отдельности. Вот, допустим, элемент с завода, который новая батарея идет, допустим, только выпустилась батарейка, каждый элемент имеет 6500 мАч. В нее может набиться столько энергии. Вот. И если проходит лет 5, в нее уже набиваться начинает в каждый элемент, там уже не 6500, там, а, грубо говоря, там, может быть, 4000 мАч, да. Если там пройдет еще какое-то время, а в нее уже не забивается больше, чем там 2000 мАч. Все, что ниже, там, допустим, 2500, это уже, можно сказать, что элемент на выброс. Некоторые собирают с них подкидыши, делают с них там, я не знаю, выравнивают, и батарейка типа будет ходить там год, полгода, но это не всегда так получается, потому что, если вам сказали год, это не значит, что она год проходит. Там на нее играет куча факторов, которые, в принципе, сыграют роль. Та же самая играет очень большую роль сама по себе срок этого элемента, когда он был произведен. Если элементы уже 10-го, 8-х годов приусов, 20-х где-то примерно, то такие элементы как бы долго не ходят, у них химия уже очень сильно устала. Такие батарейки лежали на складах по 5 лет там в Японии, я не знаю. Потом их продают здесь как контрактные, типа в ней есть емкость 95, там, анализатор показал, а то, что в ней химия старая, никто об этом не говорит как бы. Поэтому старые батарейки нет смысла покупать. Батарейку надо покупать более свежую. Ремонтировать батарейки тоже это большой риск на самом деле, потому что вы отдаете деньги там по 30 тысяч, по 40 тысяч там за несколько элементов замены. Но элементы-то эти, они же не новые. Они ведь берутся там с полок, грубо говоря, которые лежали там по году, по полтора. Еще эти элементы 10-х, 8-х годов, то есть с ними ничего хорошего. Такая батарейка вроде бы как поставил ее в пачку, вроде работает, но при нагрузке машина постоянно разряжается, заряжает этот элемент, и при нагрузке он может просто выйти из строя в любое время. Когда это произойдет, не скажет вам ни один гибридный мастер. Поездит ли она год, нельзя так прям конкретно говорить, что она поездит. Может и не поездить. Поэтому нечего заниматься этими старыми батареями. Я считаю, что это расходный материал, как батарейка пальчиковая грубо говоря, в пульте. Если батарейка уже устарела, если она уже отработала свои циклы, все, ее надо просто в мусорку и выкидывать, покупать новую. Батарейку, когда покупаешь в магазине, тоже надо смотреть срок годности. Если они там лежат уже 5 лет, даже Duracell, даже GP, это не говорит о том, что она хорошая, эта батарейка. Да, бренд GP и Duracell хорошая, но она лежала уже 5 лет просто так, без действия. Не разряжалась, не заряжалась. Химия должна в ней постоянно разряжаться, заряжаться. Вот это вот то, о чем я хочу сказать. Вот, мы нынче купили очень хорошие приборы, которые показывают у нас в точности там, погрешность у них может 10%, я ее вычислил. Я их откалибровал, эти приборы, и они показывают у нас очень сильно точно. Поэтому приборы все калибруются на новом элементе 6500, набивается, 6500 разряжается. И таким образом мы вычисляем, что где он врет. Если я забил в него 6500 и по заводу он 6500, а анализатор набил 4500, значит у него
есть 1500 где-то примерно миллиампер часов погрешности. Вот. Это я хочу сказать вам про вот эти вот моменты. Очень важные факторы играют на батарею. Температурные режимы. В каких условиях батарея ездит. В минусе, в плюсе. Это все очень сильно важно. Можно ушатать 24 года батарею, если ездить его, закрывать, допустим, сеточку воздухозаборную, вот эту вот, перекрыть вот так поток воздуха. Грубо говоря, тут кулер, здесь вы шубу какую-нибудь положили, кинули сзади на сиденье, и все, закрыли поток воздуха. Проехали на такой батарейке часов 10, все, 24. Она поймала перегрев свыше 45 градусов, 55-60 градусов, все. Элементы начинают деградировать, внутри начинает выкипать жидкость, которая, в принципе, я ее называю гидрид. Кто-то там докопался до меня в ютубе, что типа ты ничего не понимаешь, ты чё, почему ты называешь эту жидкость гидридом? Да потому что, в принципе, это электролит, я это понимаю. Ну, у меня есть свой сленг мастера, вот, на котором я общаюсь. Я, допустим, могу какую-то вещь назвать своими словами. Другой мастер, он называет эту вещь своими словами. Как бы так. Но суть дела не меняет. В принципе, это все. Главное, что смысл я подаю правильно. Вот. И в этом я и хочу сказать. Что еще могу сказать про батарейки? Тойотовские батарейки, конечно, изживают себя. Сейчас уже надо покупать более новые батареи 24-х годов. У меня после Нового года придут новые батареи, будем их продавать тоже. 24-х годов будут батарейки новые. Так, ну и что же показывают у нас эти приборы? А показывают они у нас вот такие результаты. Таблица. Я буду вам давать всегда в конце вот такую бумагу. В ней будет показано, что вот счет идет, допустим, с первого элемента. Первый, второй, третий, 20 штук. Тут тоже все помечено. Вот первый, второй, третий, четвертый, 20 штук. Эту колонку не смотрим. Это процентности. Процентности это просто говорит от 6500 сколько процентов осталось. Вот, допустим, 3860. Это 59% от 6500. Вот. В нее набилось всего 3860 миллиампер часов. Вот есть трупы 950 миллиампер часов. Из 6500 тысяч набилось всего столько. И вот такая подробная бумага будет выявлена. Как бы она будет говорить о том, что все элементы у вас какие живые, какие дохлые. Вот здесь я могу сказать, что живые остались еще более-менее 59% можно еще взять. И 52%. Все остальное, оно все мертвое. 40-ки, 30-ки я уже не беру в работу, потому что я считаю, что это все мертвые батареи. Это уже даже, ну, кто-то подкидыши с них собирает. Подкидыш это, грубо говоря, доехать до какого-то определенного места без ошибки или еще что-то, продать машину. Опять же, продать машину я вычислю только, когда просажу батарейку с помощью сканера. Я просаживаю батарейку с помощью тачстрима и смотрю по времени, сколько она у меня тащит. Тащит 5 минут, значит, более-менее нормально при полной нагрузке. Вот. Так что, ребята, такие вот дела вот. Мы перешли еще на литий-ионные батареи. Будем собирать литий-ион. Ну, тут два вида литий-ионных батарей. Хондовские элементы можно применять тоже. Собирать батарейку на хондовских элементах. Там есть свои секреты, которые, в принципе, мы знаем. Вот. И мы будем как бы собирать тоже такие батареи. Есть второй способ. Заводские элементы. Тоже будем собирать на таких элементах. Нормальная тема. Как бы мы уже много батарей уже продали. И все это работает. Вот. Есть тоже свои нюансы, о которых мы никому не расскажем. Есть секреты. Вот. Ну, мы их все знаем. И батарейки будут ходить. Важный очень момент. Хочу сказать про кулер этого батарейки. Всегда чистите, следите за вот этим вот агрегатом. Потому что он набивается пылью. Вы сами за ними никогда не следите, вы не обслуживаете батарейки. Бывает, некоторые приезжают по 5 лет, не ездят на гибридах, вообще туда даже под сидушку не заглядывали. Что там творится вообще на аквах, хилдерах, допустим, или на приусе. Вот. Кто ездит, тот знает. Кто не знает, тот покупайте себе контроллер ВВБ. Контроллер высоковольтной батареи.
тоже как бы нормальная штука, которая ставится в автомобиль, и он показывает температуру, сколько у вас температура, вот этих датчики показывают. Он выводит температуру этих датчиков на экран, и вы следите, сколько у вас середина, сколько у вас края греются, все это видно. Если она нагрев происходит свыше 45 градусов, значит среди вот этих вот пазов набилась уже грязь, пыль, и она не дает продуваться батарее. Поток воздуха идет от батареи, забирается с кулера сюда, снаружи, протягивает воздух сюда. И вот эти вот, видите, отверстия между каждой секцией. Воздух, поток с каждой секции должен вот так выходить и продувать батарейку снизу вверх, снизу вверх. Но если там будет бахрома, забита все пылью, воздух не будет продувать у вас середину. Середина почему уходит? Потому что поток воздуха вот тут вот идет, здесь выходит, до сюда доходит и не может пробиться через эти соты, проходит дальше и через край тоже выходит, в принципе, как бы более-менее. Края у нас всегда сохраняются по вольтажу нормально. А тут получается середина на аквах, филдерах, приусах 30-х, она постоянно уходит. Вот, в принципе, что хотел сказать про гибридные батарейки Toyota. Много не буду записывать, еще надо будет оставить вам информации немного, как бы, вот, делимся. Так что, ребята, приезжайте на капитальную диагностику. Да, диагностика такая дольше проходит по времени. Prius 30 5 часов где-то примерно, Aqua может чуть-чуть поменьше. По стоимости, конечно, дороже, чем компьютерная диагностика, потому что компьютерная диагностика, она в принципе как бы ресурсы не забирает. Я электричество не трачу на нее особо много. Все вот делается на родном компьютере Prius, на родной просадке, на родной электроэнергии. Здесь же мне приходится за электроэнергию платить. Вот. Набивается все это малыми токами. Все это в щадящем режиме, чтобы батарейка не нагревалась, чтобы элементы ваши, ну, сохранить, грубо говоря. Это оборудование позволяет не просто зарядить, разрядить батарею, оно позволяет выполнить циклы, которые в принципе как бы дают возможность батарейку раскачать. То есть батарейку еще можно восстановить, если она примерно 30% приходит, то после циклов она может поднять свою емкость до 50-60%. Поэтому я называю это прокачка батареек. Они немножко качаются, они потом бодрее ездят, лучше какое-то время. Если вы машину на долгое время ставите в гараж, грубо говоря, ну, допустим, оставили тачку, уехали в отпуск на год или куда-то в другой город, там оставили тачку, она стоит. Лучше всего снимать, конечно, этот чеку безопасности. Ну и после такого надо, по идее, приехать в сервис и прокачать эту батарейку с помощью приборов. Почему? Потому что химия засыпает. Химия умеет засыпать, у нее молекулы плохо, ну как бы процесс химический уже не так работает, как он положено. Поэтому батарейке надо прокачаться, грубо говоря, взбодрить химию. Взбодрить химию родная приусовская система сильно не может, потому что она заряжает батарейку примерно на 60% и больше не заряжает. Вот. А анализаторы заряжают на 100% батарейку и разряжает на 100%. Поэтому как бы в этом есть, ну, разница большая. Так что, ребята, подписывайтесь на наш канал Гибрид Центр, ВК, YouTube, Instagram. Мы везде есть, много чего вам можем рассказать, пояснить, как бы про гибридные автомобили. Это очень интересная тема. Вот. Я люблю гибридные автомобили, ну, в последнее время очень сильно. Поэтому я не сяду, наверное, уже на бензинку. Вот. И вот эта машина, как бы, мне очень понравилась тоже. К ней шел. Здесь немножко другие элементы. Могу сказать, что здесь... Кстати, по элементам немножко, да, не рассказал, что это не все элементы, которые могут быть в машине. Я имею в виду, тип элементов может меняться. Это у нас шестибаночные элементы.
У них 6 банок. Вот видите, да? Раз, два, три, 4, 5, 6 банок. Есть 8-баночные, есть 12-баночные. Более длинные элементы вот такие. Они идут у нас Estima. Вот такой RX. Тут совсем другие элементы. Микроавтобусы различные. Лексусы любят выпендриваться. Они не любят ставить вот такие элементы. Они что-то придумывают другое немножко. Поэтому сложность для ремонтов автомобилей разная. Если эти элементы у нас на полках присутствуют всегда, то те элементы мне нет смысла покупать. Мы их покупаем по факту. Когда приезжает, допустим, такой Lexus с убитой батареей, то только под заказ. Почему? Потому что покупать и на полку закладывать такие деньги, неизвестно, когда он приедет. А он 2018 года, он приедет еще очень-очень не скоро. Я думаю, что не стоит покупать и влаживаться в такие 8-баночные, 9-баночные элементы. Но у ребят во Владивостоке, наших партнеров, всегда все есть. Мы можем всегда все купить. Вопрос только в деньгах. Естественно, если вы в Якутске покупаете у нас батарею, мы даем вам гарантии. Вот. На новые контрактные батареи даются гарантии обязательно. Передо мной есть гарантии у моих поставщиков, но я буду с ними разбираться сам. Поэтому перед вами, как бы, клиентами моими, я всегда как бы раскидаюсь. Если что-то произойдет. Но такого не будет, потому что батарейки мы ставим очень качественные, проверенные. Все приходит и проверяется на анализаторах. И все дается полностью, бумаги, гарантийные талоны. Дается вот такая бумага с поверкой. Короче, ребята, я думаю, надежнее покупать все-таки у нас, чем покупать неизведанно где, неизведанно какой результат потом будет. И можно попасть на деньги, я думаю. Вот. Ну, кто хочет рискнуть, можно там купить дешевле батарею, конечно. У нас чуть-чуть подороже, транспортировка и все остальное, все как бы учитывается. Естественно, мы платим налоги, работаем, мы должны развиваться. Если мы не будем, вы не будете у нас покупать батарейки, будете во Владивостоке покупать, то, в принципе, гибрид-сервис не будет сильно развиваться в Якутске. Вы будете кормить их, владивостокцев, приморцев, я не знаю, там других каких-нибудь бизнесменов, но своя СТОшка, она будет не такими шагами развиваться. Плохо это, хорошо, не знаю, вам же в принципе и плохо, потому что когда мы развиваемся, мы что-то новое знать начинаем, то есть вы приехали, любой вопрос быстрее решается. Вот, что хотел сказать. Ну и еще что хотел сказать. Отдельно, конечно, всех поздравлю с Новым годом. Мы уже 3 года. Нынче уже будем встречать 26-й год. Я думаю, что мы всех поздравим еще. С Арменкой сядем. Поздравим обязательно наших подписчиков. Вот. Ну и в принципе как бы работаем. Всем пока.